Здравствуйте, Хайрли Кич. В эфире ток-шоу «Точка опоры». Продолжается в эти дни всероссийская перепись населения. Вот я бы добавила к основным вопросам переписного листа еще несколько. Когда вы в последний раз читали книгу на родном языке или слушали музыку своего народа? Или ходили в Национальный театр, постановка которого создала настоящую сенсацию? Кстати, в этом сезоне спектакли 6 театров Татарстана претендуют на 20 номинаций главной театральной премии России «Золотая маска». И сегодня мы ищем национальную идентичность в татарском искусстве, в татарской литературе. В студии Светлана Кадырова и Зуфар Давлетшин. Добрый вечер. И разобраться в этой теме нам сегодня помогут наши замечательные гости. Некоторые из них давно у нас не были, а кто-то из них и впервые. С удовольствием представляю. Гузель Фуадовна Валиева-Сулейманова, главный научный сотрудник Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана, доктор искусствоведения, заслуженный деятель науки Татарстана. Хайрли Кич. Дина Фасыковна Гатина-Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории имени Марджани, Академии наук Татарстана. Здравствуйте. Впервые рады очень видеть Мансур Аязович Гилязов, драматург, писатель, сценарист, заслуженный деятель искусства Татарстана. И с нами сегодня Лейсан Габдулбаровна Хазиева, модельер международного класса. Рада видеть. Добрый вечер. Напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 5545-610, код Казани 843. Звоните, выражайте свое мнение, задавайте вопросы нашим экспертам. Нас также можно смотреть и в социальной сети ВКонтакте, в группе ТНВ и на Ютубе. Ну что, человек с древнейших времен, наверное, не просто так расписывает посуду, украшает дом резьбой. Может ли быть вот народ без искусства или искусство без национальных корней? Или они напрямую не прослеживаются? Или вообще, насколько взаимосвязана культурная среда, в которой мы живем, и национальное сознание? Ну или какими способами, конкретно говоря, воздействует на человека искусство? Вот именно с национальной точки зрения. Мансур Аязович. Значит, во-первых, ни одного народа без искусства быть не может, потому что человек с детства воспринимает свой мир и как-то его выражает в каких-то вещах, там начинают дети рисовать, петь, напевать, там что такое. Вот. Искусство играет грандиозную роль в нашем вообще существовании. Я хочу немножко в другую сторону уйти от этого вопроса, да, сказать об основной проблеме, которая на сегодняшний день существует и которому должно противостоять национальное искусство. Мы живем в удивительное время, достаточно опасное, потому что сейчас существует такое явление, как нашествие на основные институты человеческого существования и мироздания, такие как семья, такие как брачный союз. Сейчас началось нашествие на образование. Этот процесс страшный, с моей точки зрения, хотя за этим процессом все больше и больше людей идет, это называется глобализация. Глобализация – это разрушение всех национальных формирований, всех народов, религий и даже государств. И противостоять этому может только национальное формирование, национальная сущность человека. А национальная сущность человека прежде всего выражается в искусстве. Потом, что я хочу еще сказать, да? Вы представляете, мне, допустим, будет неинтересен мир, где нет татар, марийцев, чувашей, русских, грузин, прибалтов и так далее. Мир вам это же богатство, это да? будет скучнейшее существование. В этом весь аромат жизни, когда существуют нации, каждый из которых проявляется в искусстве. Богатая палитра, это и есть богатое, это и есть жизнь. Так Лев Толстой сказал, что искусство – одно из средств единения людей. Конечно, абсолютно. А вот эти процессы, как глобализация, искусственный интеллект и так далее, это, мне кажется, ужасно, и мы должны этому противостоять. Вот так, Дина противостоит уже вам. Возражают. Дина, возражайте. Я не могу сказать, что я категорично возражаю против слов Мансура Аязовича. Безусловно, правильные, красивые слова, но необходимо понимать, что глобализация, на все свои недостатки, она является стартом для нового искусства, которое сейчас рождается среди молодежи. Безусловно, сейчас искусство, рождающееся вот в молодых умах, оно не может, конечно, расти без истоков. То есть я понимаю, что и Гузель Фуадовна, и Мансур Аязович, корифей своего дела, сразу скажут, что да, вот о традиционном каком-то паритете, что оно должно быть. Но необходимо понимать, что мы живем в том обществе, которое сейчас родилось, и нам необходимо видеть ту проблему и решать ее. Соответственно, мы не можем говорить, что вот глобализация это настолько плохо, что все. И ничего другого не может на этом месте родиться. Новые тренды, которые сейчас же появляется такое понятие, как локализация, когда вот насчет вот этого вот масштабного единообразия появляется желание вот твоей инокости.
То есть я вроде бы живу и покупаю вещи в Заре, но при этом я хочу покупать вещи в Заре, которые будут интересны и понятны моему народу. Это же был многие- образ, а не реклама. Ой, да, безусловно. Да, я просто самый такой один из ярких магазинов выбрала, конечно, безусловно. Так, Дина, хватит. Все, заканчиваю эту тему. То есть необходимо понимать, что истоки, они должны не соперничать с новым искусством, а жить вместе и рождать какой-то новый красивый продукт. Доктор искусствоведения. Ну, вы знаете, меня даже не глобализация волнует, а скорее коммерциализация, Так. которая имеет очень негативное влияние на искусство, чем на конкретно? подлинное искусство. Вот есть Дело в том, есть что примеры? да, вот сейчас как раз вот про молодежь говорят и про массовый вкус. Дело в том, что массовый вкус, он рождает такой дурной вкус, когда молодежь может, как сказать, выступая в противовес классическому искусству, да, высокому искусству, оно вносит какую-то такую негативную, низкое искусство в массы. И молодежь идет за этим трендом. И когда у нас нет образцов, на которые мы можем равняться, подлинного искусства, это высокое, то действительно мы превращаемся в каких-то дикарей. То есть вот если мы посмотрим массовую культуру, по массовой культуре можно сказать, что уровень массовой культуры низкий. А на что равняться все-таки? Вот? А мы должны равняться на классические образцы. То есть мы должны равняться на высокое искусство. То есть в обществе должно быть и то, и другое. А классическое искусство, подлинное искусство на данный момент может приносить, мы, если вы сейчас говорите о коммерциализации, это может приносить определенный доход? на ваш Естественно, взгляд? оно и приносит доход. Оно и приносит доход. Но оно не воспринимается как современное. То есть нету... Сейчас кто у нас достигает высот? И в искусстве, и в театре, и в музыке. Те, кто, опираясь на то, что создано было тысячелетиями, на классические формы, он носит что-то свое новое. Мы вообще-то в эпоху постмодернизма живем. И внося это новое, он его перерабатывает и дает какие-то очень хорошие образцы. Мы говорим, вот это искусство действительно оно требует, заслуживает внимания, на него можно равняться. А когда человек просто, вот вы знаете, работает на потребу какой-то вот такой публики, которой неважно, что несет это искусство, а ему важно показать какие-то вот свою самость, яркость, индивидуальность, может быть, да, не в хорошем смысле, тогда получается, что оно тоже имеет коммерческое. Но это коммерческая, она дурная коммерциализация, я ее называю. Дурная коммерциализация. Здесь, мне кажется, не важно, национальное искусство, не национальное искусство, общее искусство. Здесь вопрос отношения человека, да, к самому себе, уважение к зрителю, уважение к аудитории. Но все же в национальном искусстве национальная традиция имеет важное значение. То есть Но национальное это же искусство- может это привести к стагнации как таковой, если мы будем опираться только на подлинное искусство. Вот сейчас, да, вот мы тут тоже противники немножко. Нет, мы не Нет, можем. это приведет, конечно, Потому что конечно, нужны сохранение есть новые развитие, формы. да? Конечно, Это потому что понятно. приходит молодой зритель, да, его всегда надо удивлять, что-то надо создавать новое. Не о стагнации идет речь. Да. Понятно, что классика — это классика, Но но надо классику же тоже опираться, можно правда? по-разному преподносить, Конечно, да? да. Форма игры, форма существования на сцене совершенно может быть другая. Вот. Атмосфера, создание атмосферы совершенно другой, современной. Вот появился же театр МОН, да? Вот они Да, экспериментируют, да, это очень интересно. Да. Это очень интересно, как раз и вот- мне кажется, Какая что у нас аудитория никакой у них? стагнации. Та аудитория, которая, возможно, не пришла бы в театры классические. Мы же о чем говорим? Они Ну, туда и не да, придут, да, возможно. Да, и они, между прочим, готовят зрителя для того, чтобы зритель, вот посмотрев вот эти формы, пошел в классический театр. Да, но он опирается на национальные все-таки традиции. Но вообще тут Гузель ясно отметила эпоху постмодернизм как такового. Значит, в чем его плюс? Это когда совместно живут совершенно разные направления. Безусловно, без высокого искусства мы жить не можем. То есть всегда мы должны на что-то, вот что-то должно быть то, что вот оно является нашим солнцем. Но говорить, что будет ориентировать только на высокое искусство, нельзя. Коммерциализация, как бы она была бы неплоха бы, безусловно, я понимаю, что идет и упрощение формы, и удешевление вообще самого искусства, понятия как искусство. Но оно живет и будет жить. И вот вопрос, наверное, то, что вот исследователи, ученые, которые будут заниматься просвещением, вот в этом большой плюс. В плане того, что... Ага. Насчет коммерциализации, да, у нас, наверное, я не знаю, там лет 70 в искусстве, могу предположить, да, не было коммерциализации и не было какого-то такого разделения на национальности, да. То Ну, есть это одно было национальное, большое, одно скорее, советское да? искусство. Вот после этого у нас вот в нашем татарском, да, искусстве, что, может быть, мы потеряли навсегда? Да я не или думаю, что только мы что потеряли. может Тут, быть? мне кажется, многие... Ну, вообще, народы. давайте, Да, если мы да. сегодня говорим о про татарском нашу, да. национальном искусстве, что утеряно навсегда? То есть вот мы можем... Я думаю, что на сегодняшний день ничего не утеряно.
Потому что есть же такая вещь, как генетика. Вот сейчас появляются молодые режиссеры, да, молодые драматурги, которые, казалось бы, ну откуда они могут все это знать вообще? Но это заложено в наших корнях, и как бы по крови все это идет. Потом я еще хочу сказать, вот я очень внимательно слежу за нашим кинематографом, да. Есть режиссеры, которые пытаются снимать так, как снимают в Москве, да, вот они насмотрятся, или там зарубежные фильмы. Они не имеют никакого успеха, потому что они в этом формате неинтересны. Все равно нам не обогнать ни Голливуд, ни То есть Москву. у нас свой менталитет, нам интересно свое кино, именно свое видение. А интересны только те, которые именно на нашей основе, на нашей истории, на наших образах, на нашей атмосфере удивительной. Вот. Когда я начинал писать, Марсель Салимжанов мне сказал: Мансур, надо писать только о своем, только о национальном. Ну посмотри на старика Альмандара, да? Почему он интересен всем? Потому что это стопроцентный татарский старик. И уже много десятилетий при этом. Да, это удивительный, который за ним целый мир. Вот. У него какой-то есть свой секрет удивительный, именно вот татарского существования, который все хотят раскрыть, увидев его. Вот мне кажется, вот по этому пути надо двигаться. Александра, что потеряли, на ваш взгляд? Я хочу в защиту того, что я с Мансуром согласна, то, что нужно людей удивлять, особенно новое поколение. Я это уже говорила, что мы потеряли 100 лет. Ровно 100 лет мы потеряли в модернизации одежды, то есть она не изменялась. Даже самое взять, если первоисточники, тот же колфак, тот же камзол, он же изменялся, да, то есть он упрощался, и мы остановились на определенном каком-то времени. И сейчас вот у татар же есть такой, да, жан тортмаса да кон торта, и мы просто соскучились по своей одежде, по своим каким-то элементам, так как я об одежде говорю. И мы взялись, молодые дизайнеры взялись за то, что им кажется, что это правильно. Кто-то талантливо делает, кто-то менее талантливо это делает, но тем не менее они пытаются. То есть искусство это не искусство, это уже другое, но продвижение национального в массы. У каждого дизайнера есть свой человек, которому понравится безумно та или иная вещь. И можно стилизовать любой элемент, любой какой-то деталь костюма можно стилизовать. Например, только я знаю 60 стилей. А их ведь очень много, почему бы нет? Гузель Фуадовна, на ваш взгляд, что мы потеряли? Или ничего не потеряли, и вот Я считаю, успешно движемся вперед? Историю мы не можем переделать. То есть история, она всегда существует, мы не можем говорить вот так бы и так бы. Мы жили так, как нам было предназначено. Вот. И весь советский период, конечно, было важно, что мы не потеряли все-таки понятие и понимание национального. Хотя был этот соцреализм, тем не менее в живописи у нас была масса художников, которые работали по национальной теме. Тот же Бакур Манче, Ильдар Зарипов. Вот сейчас много очень художников исторической темой увлекаются. Молодые художники? Вот Вообще сейчас. появляется плеяда молодых? Вы знаете, вот очень сложно сейчас говорить о молодых талантливых художниках. Нет, вообще о талантливых всегда сложно говорить. Да. Но, по крайней мере, есть плеяда молодых художников. Но молодых художники перспективы. есть, да, есть. Вот Булат Гильванов, хороший художник. В Челнах есть Хамза Шарипов, художник. Здесь, ну вот, оно такое более старшее поколение, среднего, Рустем Хузин. То есть есть художники. И я даже вот сейчас имена называю, но их можно продолжить. Есть. Вот. Но они сейчас, художники, находятся в сложном, я бы сказала, экономическом таком статусе, потому что раньше... Вечно голодных, что не меняется, да? Вечно, потому что раньше было вечно государство, голодных. которое давало заказы. И сейчас? Сейчас нет. Сейчас есть нет. художник Каждый сам, вот отсюда и коммерциализация, видимо, Да, всё-таки, да, каждый сам за себя. И пытается получается, выжить. чтобы заработать, художник должен писать такие вот, как мы говорим... Кавер-версии, если говорить Ну музыкальным да, в сленгом, общем, да. для салона работать. Мы называем это салонным искусством. Да, то есть было такое выражение, что хороший художник, голодный художник, да? Ну да, а теперь вот он... Но это и речь вот эту идет о свою, другом голоде, кстати. Понимаете, и в чем Ну, дело? не Вот они, буквальном работая смысле. для салона, они теряют вот эту свою основное предназначение в живописи. Нам кажется, что, ну, пускай пишет пейзажи, там, натюрморты и так далее. Но все равно это отражается на самом художнике, на его творчестве. А Ну и можно на том назвать наследии, какие-то- которое мы получаем, да, Дин? Что потеряли? Давайте все-таки вернемся.
Или ничего не утеряно, не потеряно? Нет, и не во-первых, познано? необходимо понимать, что был определенный этнографический период, и он был до конца 19 века. Все-таки 20 век — это уже не этнография. Хотя, конечно, в какой-то степени она сохранялась, и говорить, что мы потеряли, я не думаю, что мы потеряли. И тут правильные слова Гузель Фуадовны, что в любом случае у нас сохранялось национальное, у нас сохранялось и искусство. Та же самая кожаная мозаика, Арская фабрика, какая-никакая, а она существовала, и они знали, и она была продаваема по всей стране. Вот. Потом интересно наблюдать, что создавались модели, причем в 60-е, 70-е годы, с национальными мотивами, причем татарскими мотивами. Так что говорить, что совсем ничего не было, тоже нельзя. Вопрос в том, что оно соответствовало эпохе, соответствовало советской эпохе. Вот. А сейчас, мне кажется, идет возрождение, и молодые дизайнеры, и художники работают в национальной стиме только так. Об эпохе Возрождения в татарском национальном искусстве сразу после рекламы. Не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканал ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. И мы сегодня ищем национальную идентичность в татарском искусстве. Вот давайте порассуждаем на эту тему, что вот есть ли сегодня какие-то прорывные моменты, да, в каких сферах искусства, может быть, какие-то шедевры музыки, Живопись, архитектуры, живописи, кино, драматургии, Здесь Моде. Да. абсолютно прорывные есть моменты. Это появление нового поколения режиссуры, которые имеют хорошее образование и уже ставят спектакли Театральная режиссура, в Москве. кинорежиссура, Я сейчас говорю про театр, театральную режиссуру. Вот. В театральной режиссуре, мне кажется, вот сейчас вот все же как-то возникает какими-то поколениями, такими волнами, да? Вот сейчас Ну да, поколения как 20-30-е годы условно, да, которые, когда появилась которые татарская находят сейчас, творческая есть режиссеры, которые находят прямой путь к зрителю и ставят все очень ярко, современно. Сейчас же все быстро ускоряется, да? Настолько зрелищно все. Есть тонкие режиссеры, которые которых приглашают в Москву, и они ставят в «Современнике», в «Амхате». Татарские режиссеры. Когда это было? Этого не было никогда вообще. Про актерский состав я уже не говорю, потому что это всегда у нас было сильно. И сейчас мощнейшее просто поколение пришло молодых актеров, которые скоро станут средним поколением, а потом стариками. Так что за актеров татарских вообще можно не беспокоиться. Кинематограф — это такой, появился, я называю это магнитом, который притягивает вообще к себе все молодые таланты.
приходят ребята в поиске, находятся. И вот я уже говорил, что самое главное, чтобы они не уходили Вот, от а остаются они? Вот национального. хотел спросить, да. Остаются. Есть, конечно, что подтверждает существование большого количества талантов, да, в нашем народе, то, что в Москву уезжают некоторые. Вот, наверное, тоже одна Их из забирает проблем. Москва, и они Самые становятся... Ну, талантливые они там, уезжают. конечно, уже работают, так скажем, на московский рынок. Вот, и они Хорошо. теряют свое национальное Хорошо, как Мансур бы, Аязович, вот сущность. про режиссер мы поняли, да? Вот давайте, что у нас еще? Вот Нет, если мы продолжаем даже тот же Да, самый и театр, шедевр. литературу, Йолдас Минуллина, мне кажется, это та молодежь, которая звучит, Да. ее стихи, За это, которой безусловно, будущее. да, и на которые идут. И говорят, что она ушла от традиции нельзя. Если почитать, послушать то, что она рассказывает, это именно татарское. Там душа чувствуется народа. Лисан, кто еще? Если говорить о моде, то у нас очень много площадок, где фестивали какие-то, да, именно национальные, где можно соприкоснуться с искусством, творческим искусством, можно себе что-то приобрести. Кого-то именно выделить сейчас не могу. Но то, что это популярно, по-женски. много и востребовано, Да, это уже да, тоже, конечно. мы говорим об эпохе Возрождения, да? Гузель Фуадовна, на Да, ваш вы взгляд, знаете, что вот из проектов? как раз я хотела сказать, что сейчас идет такая волна творческая. И вот то, что стоит на грани гениальности, с гениальностью, вот был Шамиль Шайдуллин, ушел. И вот я сейчас не могу, вот я думаю, кого назвать. И получается, что их много, но вот такого высокого взлета нету. Но что мне нравится вот в последнее время, то, что я думаю, что за этим может быть будущее, это вот в Альметьевске был проект «Сказки о золотых яблоках». И вы знаете, как мне это понравилось, потому что я вот до этого изучала советское монументальное искусство. И вот это совершенно новая волна, когда сами вот это Институт развития города петербургский, они сами обратились к татарской тематике. Им стало интересно, это интернациональный коллектив, там художники из разных стран делали вот эти панно на стенах. И они сами нашли предпочтение именно в истории этого края. Им стало интересно, как жили в этом районе, в Альметьевском, какие великие там были мыслители и так далее. И вот это, как сказать, обращение вот и понимание вот ценности места, его истории, его культуры, искусства, которые можно на стенах показать. Вот это мне очень понравилось. Я считаю, что такие проекты, они заслуживают большого внимания. Возвращаясь к тому, что художник должен быть голодным, вот хотелось вернуться, есть ли площадки, есть ли программы, которые сегодня помогают молодым людям из сферы искусства реализоваться, воплощаться. Просто один из последних случаев – это национальная галерея Хазине, где проходила выставка бестиарии, выставка работ бывших заключенных, пожизненно заключенных в «Черном дельфине». Очень неоднозначная реакция была тогда, то есть там и Бакир Манчей, рядом соседствовали вот эти работы. Что Из это? хлебных То есть, мякишей, да, вот, произведение фактически это, искусства. возможно, единственная площадка, да, на сегодня. Вот, Гульнар Фадовна, я думаю, что вы точнее знаете. Вот это единственная площадка сегодня? И почему эта площадка имела ли... Ну, вообще для современных Необходимо ли было художников это наш сейчас вот выставочный зал, бывший выставочный зал Союза художников, это галерея современного искусства. Ну, вы знаете, там, конечно, очень много желающих выставиться. И, естественно, за год у них настолько тесная вот эта программа, что они не успевают всех показать. Хотя у нас еще ведь есть много желающих, и в Башкирии есть татарские художники, и в Казахстане. То есть многие хотят выставиться. Вот. Но я считаю, наверное, это скорее коммерческий проект. Коммерческий. Вот не зря же там и Васильева в свое время была, ее работы были. То есть... Но при этом вообще площадок для молодых, я понимаю, театральных площадок достаточно, да, и проблем МО нет. появляется... В каждом театре есть малый зал. Давайте о библиотеке. Сейчас библиотека Ну, так, очень национальная красиво библиотека, выглядит. да, библиотека, да. прекрасная, где тут же появился МО в конечном Да, итоге, да, безусловно. обрел свой дом. есть То есть, так в общем, обрастает площадок, уже, да, не только площадок книжками. достаточно. Ну, Не не хват- совсем. Вот я считаю, что Чего у не нас хватает? не хватает частных художественных галерей. Частных Да, художественных галерей. частных художественных галерей, где художники могли бы вот более свободно и, так сказать, творчески самовыражаться, на фоне которых. Потому что все-таки музей – это государственное учреждение, и там идет отбор работ, там, значит, у них свой план выставок и так далее. И вот
если бы художники имели возможность работать с частными галереями, это было бы очень Ну, частные хорошо. галереи просто художника не пустят, на то они и частные галереи. Значит, Да. нужна господдержка, я правильно понимаю? Грантовая Мне поддержка? кажется, тут и меценатство нужно. У нас тоже нет. Раньше Вот. всегда были меценаты, Да, которые меценатство спонсировали. надо. Сейчас То есть такой мы опять культуры у нас всё-таки как к таковой нет. коммерциализации приходим. Не коммерциализация, Нет, мы возвращаемся. нет. Мы говорим о национальных традициях, наверное, Зуфар в этой ситуации больше. Я традиций поняла, меценатства. да. Но вопрос в том, что площадка же, вы говорите о площадке. У нас есть госплощадки, раз у нас нет госплощадки, значит, мы должны делать Нет, частную госплощадок площадку. не хватает. А частная площадка, это значит, необходимы какие-то средства. То есть это тоже необходимо понимать. Нужны деньги. Хорошо, сейчас... То есть, да, для развития все-таки национального искусства нужны деньги. Что Да, еще? Тогда меценаты давайте нужны, немножечко да. уже закругляться будем. Да, да. мы закругляемся. Хорошо, и деньги, подводим итог. знания, господдержка и любовь к своей культуре. То есть без этого никуда. Хорошо, а в чем суть все-таки тогда национального татарского искусства? Вот если мы сегодня о нем говорим, что в нем главное? Главное не Сердце-то в чём? бояться идти вперед, изучать свои корни, то есть опять-таки возвращаться к первоистокам, разговаривать с теми людьми, общаться, делать даже свою коллекцию, предположим, совместно. Не просто то, что я там могу, я умею, а делать как-то сообща с профессионалами. Ну, мне нравится очень, вот Толстой, по-моему, Лев Николаевич говорил о том, что гениальный художник – это тот, кто опирается на свои национальные традиции, это почвенный художник, почвенный. Вот. И я думаю, что тот, кто действительно почвенный, ну, знает, ну, хотя бы знает, изучает свой родной язык, знает свою музыку, знает своих драматургов, который читает татарскую литературу, который знает историю, этнографию татарского народа. То есть это должен быть... Настоящий татарин. Да, энциклопедически образованный человек. Но где его взять? Где воспитать такого человека? В школах-то таких не воспитывают. Вот это уже То есть следующая нужны проблема, самородки которую... То есть какие-то. все идет на то, что сам человек должен заниматься самообразованием. самообразованием и личностным ростом. Благо, Мансур компьютер Аязович, позволяет. подытожьте, Самое пожалуйста. главное, что у нас есть зритель. В любом жанре искусства, в любом виде искусства у нас есть зритель и в изобразительном искусстве, и в музыке, который ждет. Но он ждет не то, что он может получить от московских деятелей искусств, а своего. У вас И уникальная возможность для Да, этого у нас явления. многомиллионный народ, да, который проживает на территории России и других стран, и все они ждут, они находятся в ожидании чуда. И вот это чудо должно опираться действительно на нашу корневую систему, национальную корневую систему. Только это интересно. Вот. И, естественно, появляется такой естественный процесс, что появляются таланты, которые создают для этого зрителя свои произведения. Последнее. Есть для талантов почва? Все хорошо? Прогнозы какие, Дин? Коротко. Почва всегда есть. Прогнозы хорошие. Молодежь работает. Причем сейчас работает намного более качественно, чем несколько лет назад. Главное, чтобы потому она что еще появляются оставалась площадки для здесь у нас, получения да. знаний. Все, хорошо. На этом мы завершаем нашу программу. Благодарим всех наших экспертов. Увидимся завтра ровно в 16:30 на телеканале ТНВ Татарстан, ТНВ Планета. Всего доброго. Спасибо, всего До свидания. доброго, до свидания.